Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Мировое сообщество практически единодушно осудило теракт 22 марта в Крокус-Сити-Холле. Формулировки и тон посланий более чем из 120 стран во многом коррелируют с общим состоянием межгосударственных отношений с Россией. Реакция же простых граждан по всему миру привела прежде всего к созданию стихийных мемориалов с цветами, свечами и мягкими игрушками у здания российских посольств. Здесь не было замечено разделение на дружественные и недружественные страны. Первая зарубежная реакция на теракт, которую удалось отследить журналистам, стала речь координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при президенте США Джона Керби. Он, получив слово на плановом брифинге, выразил сочувствие родным, находившихся в Крокусе. Прежде чем я перейду к тому, о чем готовился говорить, очевидно, что мы все видели репортажи и видео из Москвы, эту кровавую стрельбу, похоже, в торговом центре. Эти кадры просто ужасны, и на них трудно смотреть. И наши мысли, очевидно, будут с жертвами этого ужасного нападения со стрельбой. Впоследствии теракт осудили госсекретарь Энтони Блинкен, который заявил, что США солидарны с россиянами, и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, заявившая о том, что исламское государство – общий террористический враг, которому нужно везде нанести поражение. Следом слова соболезнования семьям погибшим поступили из союзной Беларуси. Сначала МИД этой страны написал в ВКонтакте о том, что в Минске с глубокой болью следят за происходящим в Москве. И уже через 10 минут первое соболезнование в адрес президента России Владимира Путина направил и президент Беларуси Александр Лукашенко. А 23 марта именно между ними состоялся и первый телефонный разговор о трагических событиях. 24 марта МИД Беларуси приспустил государственные и ведомственные флаги в знак скорби по жертвам теракта в Крокус-Сити-Холле. Соболезнования по случаю теракта главе российского государства также выразил президент Абхазии Аслан Бжаня. Он отметил, что глубоко потрясен известием о трагической гибели невинных людей в результате бесчеловечного и чудовищного террористического акта в Подмосковье. Цитата: «Решительно осуждаю это зверское преступление. Уверен, объединив усилия, мы сможем дать отпор этому злу, а виновники непременно понесут заслуженное наказание». Народ Абхазии скорбит вместе с российским народом. Силы стойкости родным и близким, пострадавшим от теракта. Скорейшего выздоровления раненым. Надеемся, что подобные трагические события не повторятся впредь. Конец цитаты. Также в воскресенье 24 марта в знак солидарности с Российской Федерацией распоряжением президента Аслана Бжаня в республике был объявлен днем траура в связи с террористическим актом в Крокус-Сити-Холл. День траура был объявлен также в Южной Осетии, Республике Сербской. В списке других государств, которые еще выразили соболезнования на имя президента Путина, оказались Армения, Китай, Киргизия, Туркмения, КНДР, Йемен и Лаос. Среди первых отреагировали на теракт в Красногорске вице-президент Турции Джевлет Илмаз, МИД Пакистана, МИД Венесуэлы, МИД Кубы и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, президенту лично выражали слова поддержки лидеры Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Турции Реджеп Таyyip Эрдоган, Сирии Башар Асад, Таджикистана Эмомали Рахмон. Среди перечисленных государств Таджикистан, чьи граждане обвиняются в исполнении теракта. Их имена и фамилии стали известны вечером 24 марта в суде. Еще утром 23 марта МИД этой страны называл фейком первые сообщения телеграм-каналов об этом. Затем формулировки смягчились. В Душанбе заявили о контакте с Москвой из-за нападения на Крокус. Наконец, в личном разговоре лидеры стран пришли к тому, что, цитата, «террористы не имеют ни национальности, ни религии» и договорились о тесном взаимодействии в борьбе с терроризмом, экстремизмом и проявлениями религиозного радикализма. Неоднозначной показалась Захаровой первая реакция на теракт в Крокус-Сити-Холле генсека ООН Антонио Гутерриша, чей офис сперва сообщил, что он опечален сообщениями о стрельбе. «Опечален? В стрельбе? Это драка в тире, что ли?» – вопрошала она. Накал страстей спал сразу после появления сообщения о том, что генсек ООН строжайшим образом осуждает теракт в Крокусе и выражает соболезнования правительству и народу России. 23 марта Гутерриш на своей пресс-конференции призвал все страны взаимодействовать
действовать, чтобы исламское государство не смогло нанести удар где бы то ни было в мире. Совет безопасности ООН в ночь с 22 на 23 марта осудил гнусный и трусливый теракт. Поступавшие из-за рубежа одна за другой реакции отличались лишь тем, что ряд стран предпочли обращаться только к пострадавшим и семьям погибших. Так поступили государства Евросоюза. Первые слова сочувствия пришли из Германии, но за пару суток почти все члены объединения выразили свою скорбь. Показательная реакция без намека на сочувствие к жертвам теракта предсказуемо поступила из Украины. Сначала советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк заявил, что Украина совершенно точно не имеет никакого отношения к этим событиям, так как никогда не использовала террористические методы ведения боевых действий. А украинский президент Владимир Зеленский и вовсе перешел к личным оскорблениям. Международная реакция на теракт была весьма предсказуемой, говорит российский эксперт Андрей Кортунов. Для Запада важно, чтобы вся ответственность была именно на исламском государстве, дабы снять возможные вопросы, касающиеся Украины. Если не будут представлены железобетонные доказательства о причастности Киева к преступлению, то эта линия будет продолжаться, добавляет он. К другим темам. Ровно 25 лет назад, 24 марта 1999 года, авиация НАТО начала бомбардировки Югославии. Военная операция стартовала вскоре после провала переговоров по статусу Косово. От президента Югославии Слободана Милошевича требовали вывести войска из края, пригрозив жесткими мерами в случае отказа. Бомбардировки мирных городов продолжались 78 дней. 1030 самолетов совершили более 35 тысяч боевых вылетов. В результате югославские власти согласились уйти из Косово и в регион ввели полицейский контингент под эгидой НАТО. Однако, несмотря на все попытки добиться мира, эхо военного конфликта звучит до сих пор, а вопрос о правовом статусе Косово остается замороженным. Если возвращаться к тем историческим событиям, напомним, что первые взрывы прогремели 24 марта в 8 вечера по белградскому времени. Основной силой военной операции стала американская авиация. Второй по численности была британская воздушная флотилия. Радиостанция American Public Radio уже после окончания операции опубликовала выдержки из дневника сербки, жившей на западе Косово, которая была свидетельницей бомбардировок. Все началось 24 марта 1999 года. Я говорю все, но на самом деле я имею в виду безумие и безумие. Это не война, это самое грязное, что можно было придумать и потом сделать. На этой планете свободно ходит множество безумцев, и, увы, среди них очень многие облечены властью. Конец цитаты. Военную операцию «Союзная сила» или «Благородная наковальня» в американской историографии, это звучит так, НАТО начало без согласования Совета безопасности ООН. Дело в том, что Россия и Китай, как считали западные политики, наложили бы вето на их попытку обосновать применение военной силы. Как мы помним, тогдашний генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана назвал бомбардировки гуманитарной интервенцией, несмотря на устав ООН. Этот документ запрещает применение военной силы не для обороны без разрешения Совета безопасности ООН. Впрочем, генеральный секретарь организации Кофи Аннан, кстати, в будущем критик американского вторжения в Ирак, поддержал решение НАТО по Югославии. Югославские власти упорно отвергают политическое урегулирование, которое остановило бы кровопролитие в Косово и обеспечило бы там справедливый мир для населения. Действительно трагично, что дипломатия потерпела неудачу, но бывают случаи, когда применение силы может быть законным в стремлении к миру, заявил тогда Кофи Аннан. Соотношение сил было не в пользу Югославии. Удар по Югославии решили нанести после захода солнца. В США неофициально и официально намекали, что самолеты будут бить не только по югославским частям, введенным ранее в Косово, но также разбомбят объекты на территории самой Сербии, жизненно важные для поддержания репрессий режимом Слободана Милошевича. Конец цитаты. Источники в правительстве Франции сообщали, что вторая фаза операции начнется сразу же за первой. Ночное время для бомбардировок было выбрано по примеру операции «Буря в пустыне», состоявшейся в 1991 году против президента Ирака Саддама Хусейна. Чиновники отмечали, что днем Слободан Милошевич сможет передумать и пойти на переговоры. 28 марта, через 4 дня после первых ударов, президент США Билл Клинтон, посовещавшись с коллегами из других стран-членов НАТО, принял решение усилить бомбардировки Югославии. Истребление
сербов продолжалась. «Мы пытаемся сделать цену все выше и выше», сообщил тогда The New York Times высокопоставленный военный чиновник в Пентагоне на условиях анонимности. Семью и соратников президента западной политики обвиняли в ограблении обнищавших после развала социалистической Югославии сербов. И бомбардировки продолжались весь апрель, май и начало июня. В нашей сегодняшней передаче немного проанализировать все эти события и их последствия мы пригласили политолога Беслана Хагба. Приветствуем вас в очередной раз. У нас Беслан Алексеевич. Конечно, тема, которую мы не можем не затронуть, это теракт, который произошел в Подмосковье и унес жизни людей. Это ужасное событие, но я думаю, что о нем много уже известно, то есть все новости последние 3 дня были посвящены практически ему, 2 дня, там, можно сказать. Но нас, конечно, больше интересует то, как этот теракт может отразиться в будущем, да, на следующих событиях, какие могут быть его последствия, на ваш взгляд? Вы знаете, когда говорим о теракте, нынешнем теракте, в чем внезапность, да, вот это масштабный теракт, это ужасный теракт, это все говорят об этом, и это правда. Но знаете, вот за последние десятилетия для России считалось так, было принято так, что все-таки с терроризмом не покончили. Вот то, что творилось, помните, на Северном Кавказе, потому что вот все страны, которые были подвергнуты терроризму, ряд стран до сих пор это продолжается, мало стран, которые победили терроризм. Вот про Владимира Путина так и говорили, что это человек, который победил терроризм, причем договорившись с политическим руководством тогдашним, да, вот сопротивление, террористические акты, все это прекратилось. Вот то, что произошло, это так внезапно, неожиданно. Я не говорю, что это не было террористических актов. Мы вспомним на террористические удары против на Крымский мост, там некоторых политических деятелей были убиты, да, вот после того, как началась специальная военная операция. Но такого масштаба никто не ожидал, мне кажется, так. И потому, знаете, вот все в таком шоковом состоянии, что мы опять возвращаемся к тем событиям, которые имели место в прошлом, да, вот 90-м, там, в начале 2000-х годов. Конечно, какое-то влияние кажет на проведение специальной военной операции. Даже про масштабную войну начали говорить против Украины. Вот некоторые вот из окружения президента Российской Федерации об этом говорят. Это вот как будут происходить события, мы увидим вот в ближайшие месяцы. Но факт, что по отношению ко многим вообще аспектам нашей жизни это повлияет. Это миграционная политика, отношение к иностранцам, отношение к некоторым большим даже странам. Понимаете, это все это повлияет, потому что действительно это ужасное событие, которое произошло, вот акция устрашения, да, вот шоковое состояние, и это им удалось. Это надо признать, вот само слово террор, да, устрашение, это им удалось. И почему это произошло? Это случилось, конечно, это работа специалистов, и об этом мы тоже узнаем, наверное, но кто заказал, почему, и какие цели преследовали, но действительно вот для России это вот внезапно, вот такое, то, что произошло, это сильно повлияет на проведение специальной военной операции, вообще на проведение внешней и внутренней политики тоже. Когда вы говорите, что это повлияет даже на специальную военную операцию, вы имеете в виду конкретно, что как это может влиять? Вы знаете, вот некоторые недовольны, я не специалист, да, военный эксперт, как вообще проводится специальная военная операция. Говорят, что это должна провести больший масштаб. Бомбят российские города. А мы до сих пор называем это специальной военной операцией. Да, вот, некоторые говорят, что вообще-то надо придать другой характер ведения войны против Украины, вообще против этого режима. И потому вполне возможно, какие-то изменения произойдут, и мы это увидим, мы это услышим. Да, вот об этом все говорят сейчас, и причем и зарубежные эксперты. И причем говорят, что это событие произойдет в ближайшие 2-3 месяца. Понимаете, всегда, когда происходили такие масштабные операции, я имею в виду террористические акции, всегда это меняло ход не истории, конечно, вот каких-то вот ведения политики больших стран. Мы вспомним события, вот то, что произошло, да, в 2001 году против США, как это изменило, да, какая политика пошла по отношению к большим, некоторым странам, Ближнему и Среднему Востоку, это акция, которая проводилась, да, война против Ирака, потом против Афганистана. Понимаете, это такого же масштаба террористическая акция, и то, что сейчас произошло вот в Подмосковье. И какие-то изменения, что произойдут, все об этом говорят, и, наверное, мы это действительно узнаем скоро. А как вам кажется, так как те исполнители теракта, которые были задержаны, как выяснилось потом, они все оказались гражданами Таджикистана, и многие сейчас думают о том и размышляют, как-то повлияет ли это на взаимоотношения, да, вот и какое-то особое
так скажем, поменяется ли отношение к Таджикистану, который формально тоже выразил, официально они выразили сочувствие, да, вот, Я не думаю, что вот какие-то жесткие действия со стороны России по отношению к Таджикистану произойдут, потому что все-таки десятки, сотни тысяч работают в Российской Федерации. Многие добросовестно действительно работают, я имею в виду мигрантов. Понимаете, вот то, что касается вот национальной вот принадлежности вот этих подонков, да, вот, это, знаете, когда против России проводили другие страшные события террористические, там и другие национальности тоже были. И поэтому сейчас говорить, что это исключительно таджикское явление, вот это нельзя ни в коем случае. Понимаете, конечно, какие-то разговоры, наверное, будут с политическим руководством Таджикистана. Это неизбежно, наверное, но чтобы какие-то придать конфронтационный такой жесткий характер по отношению к Таджикистану вряд ли, потому что все-таки надо учитывать, Таджикистан это очень такой дружественная нам страна Российской Федерации, учитывая то, что события, которые происходят в Центральной Азии, вообще вокруг Таджикистана, это Афганистан, это прямая, вот, знаете, прямо отвечает, влияет на национальные интересы Российской Федерации. Потому я не думаю, что какие-то жесткие заявления будут сделаны по отношению к политическому руководству Таджикистана. Но факт, что по отношению к мигрантам тоже будут приняты некоторые жесткие законы, это, наверное, тоже мы узнаем скоро. И, наверное, все-таки это приведет к какому-то общему усилению мер безопасности везде, очень серьезному ужесточению. Это уже началось, и видно даже вот сообщения, которые мы получаем, даже вот приезжают из города Краснодара, Сочи, даже говорят, что по отношению, некоторые даже крупные вот такие учреждения закрыты, например, торговые центры. Знаете, когда такие события происходят, я помню, когда был в Москве, такие события часто происходили в 90-е, 2000-х годах, когда это было в такое шоковое состояние, вот в таком состоянии находится российское общество. Вот чтобы выйти из этого состояния, во-первых, надо найти вот этих всех заказчиков, наказать преступников, а потом и дальше проводить такую жесткую политику. Понимаете, угроза сохраняется, все об этом говорят. Теоретически угроза сохраняется по отношению к России. Это большая страна, учитывая, какую вот политику проводит по отношению к Западу, во-первых, специальную военную операцию, и говорить, что мы с терроризмом покончили и решим вопрос в ближайшее время, это невозможно. Другой вопрос, что еще теракт был в самом, скажем так, разгаре, а уже говорили о том, что на Западе говорили о том, что это все дело рук исламского государства ИГИЛ. Вот эта реакция и постоянная, даже появилась, как нам кажется, появилась такая информация, которая потом оказалась фейковой, о том, что исламское государство взяло на себя ответственность за этот теракт. Как вам кажется, почему вот эта так карта разыгрывается? Вы знаете, что касается вообще группировок террористических, они всегда как инструмент используются. И вы помните, самое знаменитое, вот, которые, вот, да, Аль-Каида, если вы начинаете изучать историю образования, кто за ними, кто покровительствовал, это когда вот Советский Союз начал войну в Афганистане, вот, Центральное разведывательное управление США, оттуда... Вот, семья Буша, да, а потом семья Буша, а потом это против самой США, вот эти все вот, башни-близнецы, террористическая акция, потом уже война против Афганистана. Понимаете, всегда эти большие группировки исламских радикалов, они всегда использовали в качестве инструмента большие страны, особенно Соединенные Штаты Америки. И потому, что некоторые эксперты говорят, что потому сейчас вот ИГИЛ хотят, вот, что они якобы организовали этот террористический акт в Подмосковье, это вряд ли, мало кто верит, потому что все-таки ИГИЛ преследует совершенно другие цели и в другом регионе. Вполне возможно, какие-то исламские радикальные организации воюют против России в Украине. Вполне возможно, что и они организовали эту акцию сейчас в Подмосковье, но говорит о том, что вот это была какая-то мусульманская радикальная организация, вот они организовали, это вряд ли мало кто верит. И мы, конечно, все это вопросы мы узнаем после того, как следствие вот завершится. Я думаю, что это в ближайшие месяцы 2-3 вряд ли, но я уверен, что все-таки заказчик будет найден. Мы вспомним, сколько длилось, да, вот Северный поток, да, кто уничтожил, кто разбомбил, это все, кто взорвал, а потом все-таки даже самые американские журналисты, исследователи, которые занимаются расследованием, нашли, что все это дело рук Соединенных Штатов Америки. Видите, я думаю, что любые акции, которые имели место в мире, вот проходит время, все-таки заказчиков все-таки находят. Я думаю, что вот связанное с Подмосковьем то же самое произойдет. А теперь совершенно к другой теме. Вот буквально 24 марта исполнилось 25 лет со времен бомбардировок Югославии силами НАТО. Вообще хотелось бы вот как такой исторический политический феномен, да, вот что это было, на ваш взгляд?
Это была политика, такая агрессивная политика по отношению к некоторым странам Балканского государства, особенно против Сербии, это первое, с главной целью расчленить эту страну. И, конечно, это была политика, направленная против России, тогдашней России. И причем эту акцию они придали такое имя, гуманитарная акция. Якобы серба, она дискриминирует там многие народы, которые там проживают, особенно косоваров и так далее, албанцев и так далее. Понимаете, гуманитарная катастрофа, надо этих малочисленных народов защитить, а потом вытащить образование, которое называется Косово, признание, причем суверенной страны, и уже, понимаете, такая избирательная такая политика по отношению к этим образованиям. Понимаете, это все-таки многие отмечают, что, конечно, акция была направлена не против тогдашнего руководителя Слободана Милошевича. Я помню, когда это все делалось, и тогдашним президентом Клинтоном, с ним тяжело было говорить, потому что было целенаправленное такое действие, направленное против Сербии, и чтобы разбомбить, уничтожить, а потом образовать новые государства, признать суверенность этих стран и так далее, и так далее. Понимаете, почему это делает? Такая политика тогда велась. Потому что все-таки не стало другой большой страны, которая называется Советский Союз, который сдерживал такую агрессивную политику США вообще в Европе. Когда этой страны не стало, США почти распустили руки. Да? Они решили все вопросы в своих национальных интересах прежде всего. Это касается по отношению к балканским странам. И они взяли эту, понимаете, Милошевич, конечно, это была такая фигура, конечно, не сказать, что это был жесткий такой политик, но таких политиков в Европе и в других странах можно было найти. Но целенаправленно, почему против Сербии это было направлено, эта акция была и против России. Показать демонстративно, что все-таки вопросы и безопасности в Европе мы сами будем решать и в наших национальных интересах. И так и делается, между прочим, до сих пор, между прочим, учитывая то, что все происходит, да, в Европе, да. А потом началось и по отношению к этим странам, вовлечение в европейские структуры, в Европейский Союз, в НАТО, и признание уже так частично называется Косово, но десятки стран, которые уже признали Косово, она принимает участие во многих международных организациях, спортивных организациях, в отличие от других частично признанных стран. Видите, это была гегемонистская такая политика США по отношению к европейским странам, демонстрация силой, что холодная война завершилась, в вопросе мира и войны мы сами будем решать. Это ярчайший пример гегемонизма. И вы имеете в виду, что как раз проект Косово тогда и начался, да, то есть, по сути, с разрушения? Я помню, знаете, вообще Косово, когда даже была такое государство Югославия, Социалистическая Федеративная Республика, сложные отношения были между сербами и косоварами. Но такая, знаете, жесткая политика Милошевича, вообще тогдашних, да и других руководителей Сербии, я не говорю, что это была хорошая политика, это была мирная политика. Это сложные отношения всегда были, но после того, как начался процесс распада Югославии, используя этот аргумент, этот инструмент в проведении своей политики гегемонистской по отношению к европейским странам. И это им удалось. Знаете, фактор Косово, а потом в качестве аргумента начали использовать и в других странах, но по отношению к этим аргументам Соединенные Штаты вообще не признавали. Это касается, кстати, у нас на Кавказе, между прочим. Это касается Абхазии, это касается и других образований, которые после распада Советского Союза образовались. Они считают, что Косово – это особый случай, так и называли, это особый случай. Потому что их случай. Это их случай, это в центре Европы, это в интересах отвечает национальным интересам больших стран в Европе и Соединенных Штатов Америки. И такая политика была проведена. Знаете, политика действительно гегемонистская, но это, еще раз подчеркиваю, это была демонстрация силой. И с этого, между прочим, начинается, знаете, такая ярчайший пример однополюсного мира. Страны другой нет, Советского Союза, и предварение гегемонистской политики началось с Европы. А потом уже другие были события в других регионах. Потом был Ирак, да? Да, Ирак, Афганистан, давление на Иран, на Ближнем Среднем Востоке по отношению к другим
республикам бывшего Советского Союза. Но смотрите, это все продолжалось вплоть до 2004, почти 2014 года. А уже другая история. Уже другая история после 2022 года. И какой будет миропорядок, какое будет мироустройство, это уже долго будут дискутировать, вот, да, занимать умы больших политиков. И когда окончательно какой-то вид приобретет это мироустройство, это в ближайшие десятилетия вряд ли мы, я не знаю, узнаем или нет. Потому что этот конфликт, который случился, да, связанный с Украиной, вообще с таким противостоянием, всегда так, когда, знаете, я вспоминаю холодную войну, давайте вспомним, это длилось десятки лет. Наверное, многие говорят, что вообще-то началась Вторая холодная война. И насколько, какой срок, какая продолжительность, ни один эксперт не решится, пока не решается предсказать. Поэтому противостояние с Западом – это на долгие-долгие годы. Понятно. Спасибо большое, что ответили на наш вопрос. Благодарю вас. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.